Волейбольный клуб Ахтубе был основан в 2014 году. В 2021 году клуб был переименован в свое текущее название. В 2020 году клуб выиграл высшую лигу с местными игроками и получил право защищать цвета региона в национальной лиге. За 2 года пребывания в самой сильной лиге Казахстана клуб зарекомендовал себя как быстро растущий, прогрессирующий коллектив с современными методами работы. В этом году клуб под руководством Алимбека Муканова выиграл Кубок и Суперкубок Казахстана, тем самым заслужив представлять права Казахстана в Лиге чемпионов Азии. Сегодняшний наш фильм посвящен молодому, но уже ставшему топовым клубу страны, волейбольному клубу Ахтубе. У Ахтубе Синьков Жаса. Ноги вверху, поднимаемся. От рейси, тяга груди. Есть приставной шаг через степ. Блин, наверх. Здесь выпады вперед. Все, расходимся. How long you niggas ball? All day, nigga. How much time you spent at the mall? All day, nigga. How many Парни, работаем 20 секунд, везде быстро. How long they keep you in call? All day, nigga. Добро пожаловать в наш тренажерный зал. Здесь целый комплекс. Да? Открылся, наверное, года 3-4 назад. Алимбек Муканов построил, открыл. Сейчас все это в нашем доступе, скажем так. Команда может здесь тренироваться в любое время. Спасибо большое. Здесь большой комплекс, как и для женских, как и для мужских занятий, так и для детских. Здесь много разных секций, разных залов и так далее. Там есть флай-гимнастика, какая-то дальше там магазины, барбершопы, кофейни, помимо всего прочего. Сергей Михайлович, расскажите, пожалуйста, сколько здесь квадратов, какие там, не знаю, тренажерки, в каких вы работаете, сколько здесь вы работаете в неделю, про ваш тренировочный процесс именно в Альфа Джим. Да. Здесь 5200 квадратных метров общее. Здесь как бы все, и со всеми тренажерными залами, другими залами. Здесь и гимнастика для детей, спортивная гимнастика для мальчиков, художественная гимнастика для девочек. Мы тренируемся 3 раза в неделю, понедельник, среда, пятница. Мы, девочки, в другие дни расходимся с женской командой. Также расходимся там, по времени с дублями. Как бы все команды здесь тренируются, всем дается время обязательно. Я бывал во многих городах Казахстана и смотрел многие спорткомплекса других клубов. У некоторых клубов, где, например, спорткомплекс в активе, да, на балансе клуба, да, у них буквально там 50, 60, там 100 квадратных метров тренажерный зал. У вас 5000 квадратных метров. Не знаю, влияет ли, что у клуба есть, например, такой большой зал, как у Ахтубе, либо неважно, там достаточно это 50-100 квадратов? Ну, конечно, у тебя здесь больше возможностей. Здесь есть беговая дорожка почти 400 метров, 350, да? Большая площадь, много воздуха, как бы, и разная локация, разные варианты возможных тренировок. Силовые тренировки на железе, кроссфит, там, не знаю, зона кроссфит своя, зона TRX своя, зона разминки бегов и всех остальных этих эллипсов своя. То есть как бы мы расходимся не только с клиентами, да, мы можем расходиться и группами команды. То есть есть место, где дышать воздухом. Это хорошо. Здесь не только мужская и женская команда занимается. Здесь все команды, которые входят в холдинг, да, в клубе? Да, конечно. У нас 5 команд, все тренируются здесь. Плюс здесь же тренировалась и молодежная сборная Казахстана, да. Ю-20, готовясь к чемпионату Азии. Именно здесь мы и тренировались, также делили эти стены со всеми другими командами. Не холодно? Прекрасно. Ну, хорошее. Сейчас сколько у нас? Минус 15 на улице? Ну, примерно, да. Сейчас здесь вообще комфортно, классно. Ну, как видите, я в шортах, всех прекрасно чувствую. А я с дороги. Я вторую сменную, так скажем, одежду не приношу. Да. По комплексу я вижу здесь очень много людей, не только волейболисты занимаются, и бойцы смешанных единоборств, и баскетболисты, и хоккеисты видим. Получается, что на данный момент Альфа Джим является одним из топовых заведений, да, подобного рода. Да, в Октябре одна из топовых заведений, да.
Нет аналогов точно по размеру, это 100%. Кстати, скоро такой же фитнес-центр откроется в Астане. Его тоже открывает Алимбек Муканов. Если вы не смотрели фильм про президента клуба Актобе, обязательно мы оставим ссылку, посмотрите и оцените. Сергей Михайлович, в Европе очень много внимания уделяют именно физической подготовке. Там, если посмотришь на каждого игрока, он такой, так скажем, высокий, рослый, накачанный, с мускулами. То есть правильно ли, по вашему мнению, если у нас в Казахстане в каждой команде будет, например, вот такой вот зал свой, где они могут заниматься, там, не знаю, 24 часа на 7, где-то оставаться после тренировок, да, заниматься индивидуально. Как вы думаете, вот такие хорошие залы будут влиять на результат, там, не знаю, определенной команды, либо даже сборной Казахстана? Ну, конечно, супер. В каждой команде должен быть свой тренажерный зал. В аренде или в собственности, без разницы. Но тренажерный зал обязательно нужен. Если он есть прямо в спортивном зале, там, где мы тренируемся, это в идеале. То есть есть тренировки, когда мы до тренировки можем позаниматься с железом, или после тренировки дополнительно. Это очень важно. Это будет влиять очень хорошо. Естественно, да, там, в Европе, в Штатах смотрим большой волейбол, мировой волейбол, хорошего уровня. Парни фактурные, накачанные, это супер, классно. Нам тоже к этому надо стремиться. Немножко формат чемпионата мешает это сделать. В каком плане? Поясню. Приходится при нашем формате тренировать ребят, подготавливать к марафону волейбольному. Не только сила и скорость, да, но еще и выносливость. Совмещать несовместимое. Это раз. Во-вторых, после такого большого тура мышцы спадают, мышцы ослабевают, их надо снова подготавливать, чтобы работать на силу, на массу. На это надо время. Получается большая амплитуда. Мы топчемся на месте. Из тура в тур подготовка примерно, сила примерно, ребята, одна и та же. Не растет в гору постоянно. При одной игре, при 2 игр в неделю, то есть подготовка будет планомерной, постоянно расти в гору именно та же мышечная масса. Она не будет так падать за время тура, как она сейчас падает. Приходится как-то совмещать совместимое, опять же говорю. Но опять же, собственный спортзал помогает, естественно помогает. У ребят есть доступ 24/7, плюс в летнее время, в отпуске, то есть они могут приходить сюда, тренироваться в любое время, поддерживать собственную подготовку, собственную силу. Да, это очень хорошо. Вот я всегда задавался вопросом, что нужно, какие условия нужно сделать для волейболистов, для клуба, чтобы он стал топовым, чтобы он боролся за топ-3. Да, неважно, я считаю, что в каждом клубе Казахстана, который играет в нацлиге, должны быть определенные критерии, чтобы этот клуб выступал в этом чемпионате. Ну и как раз-таки наличие своего фитнес-зала, большого, доступного в любое время, это одно из условий. Мы ставим жирный плюс. Здесь фитнес-зал у Актобе просто шикарно. Снимаешь, когда поднимает Сергей Михайлович, ты играешь. Это вырисовал, Нормальный. Я сейчас ушел Куклинский, да, сам собирал. Не его же ушли, а он ушли. Почему? Очень важны каждые детали в жизни волейболистов. Вот, например, вышел после трудной тренировки, да, поднял там всякие железа, и потом вышел и попил кофе. Я знаю, что очень много волейболистов любят кофе, и если вы, например, перейдете в Актобе, то у вас такая возможность будет без проблем. Пришли на тренировку, взяли кофе, вышли после игровой, взяли кофе, потому что именно рядом в этом кластере, где находится буквально все, и гостиница, и зал, и тренажерный зал, есть заведение, в которое просто подают кофе. Классный кофе, рекомендую. Вот сейчас у нас есть перерыв, и я пользуюсь этим моментом. Сегодня я остаюсь в этих апартаментах, но не в этой комнате, мне выделят отдельную комнату, потом мы ее посмотрим. Михалыч, расскажите про ваши апартаменты. Вот правда, что каждому игроку Актобе, неважно, это дубль, женская команда, мужская команда, дают возможность выбрать либо жить рядом с, так скажем, комплексом, да, спортивным, либо они дают 200 тысяч тенге, он выбирает там квартиру, если квартира стоит 300, сам свои добавляет, либо ищет на эту сумму. Но многие живут как раз таки не семейные именно здесь. Ну, обычно, да, семейные. Неудобно здесь жить, потому что дети, Да.
жены, дети на квартирах. Да, выделяется сумма, они, если сумма превышает, они добавляют свои, ну, такой момент есть. Для молодых, да, конечно, для молодых общежитие удобно, гостиница. Я бы не сказал, что это общежитие. Ну, общежитие, потому что все вместе. Ага. Вместе живем. Просто сейчас все- многие поймут, все общежитие, рядом, ой, это да. там страшно. Нет, мы сейчас покажем. Вы так. сами захотите здесь жить. И как вам живется? Вот зная, как вы любите работу, как вы погружены в эту работу, наверное, для вас удобней. Встал, позавтракал, вышел, и здесь уже тренировочное поле, да? Да, удобно, рядом, шаговая доступность везде. Не тратишь время на пробки, на переезды. Гораздо удобнее. Уважаемые друзья, сейчас мы зайдем в гости к Роману Ханролину, посмотрим, в каких условиях живет лучший связующий Азии 2019 года. Программа ревизора. Кто там? Программа ревизора. Роман, приветствую. Приветствую вас. Как ваши дела? Отлично. Я тебя представил как лучшего связующего Азии 2019 года. Прав? Да, было такое. Есть регалии, там, не знаю, важнее для тебя лично? Нет, не было. Пойдем. Ну что, посмотрим, где ты живешь, как ты живешь? Да, проходите, пожалуйста. Пойдемте, смотрим. Комната такая большая, светлая, да? Минимализм. Видно, что Роман не тренер, здесь нет никаких конспектов, ничего. Роман, расскажи, ты поиграл в многих командах Казахстана, Мгм. и какие условия, там, не знаю, по проживанию, пойдем сюда, в этих городах? Как тебе вообще устраивает ли такой формат проживания, что ты выбрал, например, проживание в апартаментах в Актобе? Потому Да. что многие ребята с семьями, они живут, например, в квартирах. Да, но если бы я был в семье, я тоже выбрал бы такой вариант, но так как я сам, мне, в принципе, все устраивает. Для жизни спортсмена здесь все есть. Комната просторная, да, здесь, в принципе, чисто, светло. Вот, поэтому все хорошо. Зал рядом. Бесплатное питание. Да, удобно, проснулся, покушал, потренировался, пришел, отдохнул. Ну и снова. Ты оказался в Актобе. Какие главные причины были твоего прихода в этот клуб? Там, не знаю, когда ты рассматривал. По-любому, наверное, были предложения остаться в Павлодаре и перейти в другие, например, клубы, да, которые борются за чемпионство. Почему Актобе? Тренер. Тренер. Да, Сергей Михайлович Трикос. Мы с ним уже работали. Ну, вот, в принципе, хотелось к нему снова вернуться. А как ты поверил в этот проект? Только из-за тренера тебе объяснили, что там этот проект там, в будущем будет топовым, что вы выиграете такие-то задачи, что уже перешли те игроки, либо ты чисто так доверил тренеру и поверил в этот проект? Получается, уже середина сезона. Тренер начинает разговаривать с игроками. Это всегда очень хороший фактор, показатель того, что серьезные намерения у команды. Ну, плюс у нас коннект с ребятами, естественно, с которыми я уже много играл. И уже как бы наперед ты продумываешь, в принципе, понимаешь, что это хороший вариант. Проникся вообще городом? Часто выезжаешь в город, там смотришь, покупаешь что-то, пьешь кофе, там, не знаю, где-то вдалеке, ешь в Да, ресторанах? кофе пью. Здесь в основном по центральной улице гуляю, ну, иногда в парке. Ну, в целом, как бы нравится. Я немножко, честно говоря, думал, будет чуть иначе. Мне понравилось. Хороший климат, приятный город довольно. Бүгін қазақтың Криштиану Роналдусы ма? Жеке жалпы командада енді Ақтөбенің жігіттері бар, енді жартысынан көп Ақтөбенің жігіттері ғой, және басқа қалалардан келген легионерлер бар. Енді бойдақтардың көбісі легионерлер осы жерде тұрады да, осы комплексте. Жалпы енді сенде осы енді Ақтөбенің жататын жерлерінде көп уақыт өткізесің, рас па? Рас, иә. Біздің командада 7 шақты местный игроктар бар. Таңғы тренировкаға өз үйімізден келіп, осы жақта тренировканы өткізгеннен кейін іште бір отдельно бізге өзімізге комната беріледі. Сонымен қатар обедті ішеміз, осы іште базада демаламыз кешкі тренировкаға дейін. Сөйтіп осы өз комнатамыздан бірден киініп спортзалға да шығып, сол ыңғайлы да бізге. Үйге барып, уақытты өткізбей жолға бірден демалып, обедте ұйықтап, тренировка дайындалып, кешкі тренировкаға сөйтіп бізге ыңғайлы деп. Андай бір ой болған жоқ па, командамен бірге боламын? Команда емес енді, ыңғайлысы бөлек шығамын ата-анадан, әлде бәрі үйде болу керек па, көмектесу керек па? Жоқ, ондай ой болған жоқ. Әрине енді үйде көмектесу керек қой, үйдегілермен жүріп. Кешкісін қайтамын ғой, бірақ все равно. Кешкісін үйде қонып. Бірақ 24 сағаттың нешесі енді? 12 сағат осы жерде өте ме? Иә, егер де бірінші тренировка таңғы 9:30-да басталса, 12-ге дейін тренировка,
содан кешке 7-8-де бір қайтамын ғой үйге. Тамағың тоқ болып қайтасың. Тамағым тоқ Тек қана үйге болып, барып жұмысын жасап ұйықтау. үйге барып шаруаларымды істеп үйдегілермен сол жақта үйден ұйықтап қайтадан таңертең тұрып осы жаққа келіп қайтадан күнде сол осылай. Керемет. Сергей Михайлович, вы 5-й год, да, находитесь, живете в Актубе. Считаете ли вы себя уже местным, актюбинским? Да, конечно, многое уже связывает с этим городом. И не только работа, но и друзья, знакомые. Очень много разъездов. Вообще, есть ли у вас топ городов, там, не знаю, любимых городов по Казахстану? И какое место в этом топе Актобе занимает? Но Актюбе уже дом, поэтому это всегда самое теплое, самое с удовольствием сюда возвращаюсь всегда. Конечно, Алмата, конечно, Усть-Каменогорск. Ну, наверное, вот эти города. А какие главные плюсы и минусы есть в Актобе? Например, вы, допустим, приехали первый раз в этот город, не знаю, сразу ли почувствовали там ауру особенную, потому что у каждого мегаполиса, города есть своя аура. Какие плюсы в Актобе и какие минусы есть, например, для волейболистов в конкретном случае? Главное, есть работа, есть место, где можно работать. Я имею в виду условия для работы. Комфортные условия для проживания, а все остальное уже попутно. Магазины, везде магазины есть, супермаркеты, торговые центры, развлекательные какие-то. Все есть, в принципе, все достаточно. Сразу же ли вы поверили в проект Актобе? Потому что, Актобе сейчас и Актобе 5 лет назад — это небо и земля. То есть было ли понимание, что в какой-то, наверное, календарный год мы действительно будем бороться за чемпионство национальной лиги? Очень хотелось верить в это, и я надеялся. После общения с руководством клуба, с шефом Алимбеком Букановым, было понятно, что человек амбициозный, человек хочет выиграть, не просто участвовать, а именно выиграть, вкладывать какие-то свои деньги. Поначалу было так, да и сейчас тоже в большом количестве. Поэтому все получается. По этому сезону какие трудности были по ходу сезона? Потому что мы когда с вами ранее общались, вы сказали, что никогда не бывает ничего, там, не знаю, гладко, везде какие-то, так скажем, есть свои подводные камни. Насчет уже полсезона прошло, да, 2 тура регулярного чемпионата. Расскажите, пожалуйста, на важную стадию этого чемпионата как вы входите? Ребята готовы. Готовимся к туру. Уже скоро выезд. Впереди очень важные игры. У нас остались 2 игры с основными соперниками. Это ЖТСУ и ЖАИК. После этого тура мы с ними играть не будем. Только теперь в плей-офф. Поэтому настраиваемся очень прилично. По итогам сезона, даже не итогам, по ходу сезона всегда и травмы, микротравмы, слава богу, больших травм не было. Микротравмы всегда присутствуют, болезни, вирусы, это постоянно, спортсмены всегда это присутствует. Когда игроки выходят на пик формы, иммунитет ослабевает, и они очень сильно подвержены вирусам, разным болезням. Надо себя беречь максимально. Одевать шапку, не кепку, как я сейчас, а шапку, теплую куртку, перчатки, теплую обувь. Так что всем рекомендую. Сергей Михайлович, ваши 3 любимых места в Актобе. Я расскажу про свое одно любимое место. Когда я здесь нахожусь по работе очень много, там неделю, 2, я всегда захожу в местную Мегу, да, Керуен-Сити называется, потому что когда я сюда захожу, невольно вспоминаю об Астане, потому что в Астане тоже есть Мега, рядом с моим домом, и я как будто оказываюсь в столице. Вот ваши топ-3 места, куда посоветовали мне сходить, либо, не знаю, туристам, либо новым игрокам Актобе, именно в этом городе. Да, согласен. Именно Керуен-Сити — это тут торгово-развлекательный центр, который в Актюбе, наверное, самый большой, самый известный. Похож, да, на Алматинский, на Астанинский, Керуен-Сити, Меги. Так что да, здесь, в принципе, те же самые развлечения, все то же самое, что и в столицах наших. И еще? Для меня, наверное, это церковь, для мусульман это мечеть,
Да, но мячи здесь большая, да? Да, Хорош. мы проезжали, большая. Ну, конечно, наш спортивный комплекс «Алихан», Альфа, тренажерные залы, волейбольные залы. Это не реклама? Скрытая. Еще, конечно, чем хвалится вообще регион Ахтубе, это футбол. Это Хобланды Батыр. Ходите на матчи Ахтубе? Как истинный актюбинец? Да, бываем. Часто бываем на матчах. И на Лигу чемпионов ходили, и на внутренние матчи ходили. Очень интересно, очень захватывающе. У нас очень хорошо болеют. Прям супер. А не мечтаете когда-нибудь, чтобы на матче волейбольного клуба Ахтубе присутствовало столько же зрителей? Понятное дело, что сейчас в спортивном комплексе Алихан битком, когда играет Ахтубе, но все-таки там аура такая, когда 13-й сектор болеет. Не просто мечта, мне кажется, даже немножко есть в планах сыграть 1-2 матча на нашем стадионе. На центральном стадионе матч Ахтубе? Волейбольного? Почему нет? Я думаю, что любителей волейбола в Актюбинской области в Актюбе достаточно много. Соберем. Ну, это серьезное заявление. Сергей Михайлович, вопрос, наверное, который будоражит всю мою общественность в телеграм-канале. Болельщики. Якобы Ахтубе выиграл кубок благодаря болельщикам. В Ахтубе сумасшедшие болельщики, непристойно ведут себя по отношению к другим командам. Но я, как, не знаю, спортивный там менеджер, да, я понимаю, как я и был сам болельщик, я есть болельщик, команду поддерживаю в любой форме. Да. Есть, конечно, определенная культура боления, которая к вам перешла с футбола. Но все-таки согласны ли вы с мнением многих болельщиков и экспертов, что, например, Ахтубе выиграл осенний кубок благодаря там, своим болельщикам? И если бы этот плей-офф, точнее финальный раунд проходил не в Ахтубе, Ахтубе бы не выиграл. Конечно, мы играем ради болельщиков. И ради таких болельщиков хочется играть хорошо. Я всем желаю, всем командам, всем желаю, чтобы у всех были такие болельщики. Это супер. Именно ради них, для них. С ними невозможно было играть плохо. Не поднимали команду. В таких сложных ситуациях очень сильно помогали. Плей-офф. Он, возможно, будет в Алматы, он, возможно, будет в Павлодаре, он, возможно, будет на новой арене Жайық-арена в Уральске. Нет ли у вас опасений, что болельщики тех команд, которые будут принимать плей-офф, где-то определенную свою лепту в чемпионство своего клуба внесут? Либо вам без разницы. Конечно, приятно играть, когда ты играешь перед своими болельщиками, но все-таки таких опасений нет у вас? Прекрасно. Давайте проведем в Актюбе финал. Я за. Привезем наших болельщиков в любой город Казахстана. Да, то есть они готовы приезжать и ездить за командой, да? Потому что в Атрау, когда был финал Суперкубка против Тараза, да, там буквально все болели за Ахтубе. И это не сказать, что атрауцы, там большинство было актюбинские болельщики. Ну, я бы не сказал, что прям актюбинские. Многие живут именно в Атарау, живут, работают. Просто узнали о том, что есть такой турнир. Приехала актюбинская команда. А в Актюбе очень хороший, богатый болельческий опыт, да, болельческая традиция, болеть за любые виды спорта. Поэтому, да, нас поддержали. Спасибо большое. В Ахтубе самые лучшие болельщики Казахстана? Однозначно. Самые лучшие, самые, можно сказать, безбашенные. Нет, все достаточно в меру. Молодцы. Зига-зага, зига-зага, эй. Город Актубе с каждым годом растет. Буквально за несколько лет появился новый микрорайон, называется он Батас. И вот мы находимся во втором микрорайоне Батас-2. Здесь мы решили посетить нашего хорошего друга, лучшего игрока Суперкубка, лидера Ахтубе, российского легионера, дом Никиты Швалева. Посмотрим, в каких условиях живет легионер из России, в каких условиях вообще живут игроки, которые не живут в апартаментах клуба Ахтубе. Ну что, посмотрим. Сейчас мы постучимся к Никите. Мы у двери. Никита, разрешите? Да, приветствую. Как твои дела? Разреши, мы тебя потревожим. Понятное дело, что после, наверное, тренировки. Пару вопросов буквально. Ахтубе. Расскажи нам про Ахтубе. Твои первые впечатления, когда ты приехал в регион,
когда тебе сделали предложение, потому что у тебя семья, ребенок, ты по-любому изучал город, тебе нужен был комфорт. Расскажи про свои первые эмоции, как ты изучал и вообще готов ли был переход в этот клуб, и скажи свои эмоции, когда ты сюда, в этот город перешел. Ну, во-первых, для комфорта мне нужна квартира хорошая, потому что здесь я провожу большее количество времени. Ну, квартиру мы хорошую нашли, а остальное тут уже подстраиваешь подо все. А тебе нравится, все хорошо, все устраивает. Ты играл в Таразе, получается, несколько лет, да, было первый приход, потом возвращение. Ахтубе — это твой второй казахстанский клуб. Если сравнивать, например, тот чемпионат, который ты играл, первый, и этот чемпионат, есть ли разница вообще в клубах, в чемпионате, вообще в быту в Казахстане? В клубах разница, конечно, есть. Все клубы разные. Чемпионат, планка поднялась на данный момент, и много команд, которые претендуют на призы сейчас. Да. Вот. Как отнеслась супруга, когда узнала, что ты переходишь в этот город, в этот клуб? Ну, мы вместе общались, думали, как лучше будет для нас. Вообще, сам же знаешь, для спортсмена главное финансы. Какие финансы победили, туда и поехал. Так что, главное, вместе приехали, это самое главное. А гуглили город? Да, конечно, смотрели. И как тебе ожидание, реальность? Ну, видишь, мы же не в центре живем, все равно там, если в центр надо выехать туда-сюда. Больше мы здесь, находимся и гуляем, и нас все устраивает. Ну, это получается новый район, да? Ну, очень много домов, это типа, да, левый берег, там, как в Астане, очень классные дома. Скажи, пожалуйста, вообще, посоветуешь ли ты переходить, там, не знаю, легионерам, другим игрокам казахстанским в этот клуб? Все ли тебя устраивает и какие бы аспекты, не знаю, ты бы улучшил? Ну, однозначно посоветую. И, на мой взгляд, все равно я знаю, как там в других командах, и, на мой взгляд, это лучший клуб на данный момент. Что там еще спросил, я уже забыл. Насчет улучшения, не знаю, каких-то условий, может, там где-то. Все устраивает именно со стороны клуба. То есть, понятное дело, когда ты отдаешь всего самого себя, да, ты тоже просишь отдачи. Например, та же зарплата. В многих казахстанских клубах эту зарплату там ты получаешь через 2, через 3 месяца. Как обстоят дела в Ахтубе с этим? Нет, тут все зарплаты, все четко, все день в день. Это устраивает, и в принципе на это едешь, чтобы там не было задержек там, и всего остального. А так, по большому счету, все хорошо. Вот так вот в Ахтубе все хорошо. Никита, спасибо, удачи. Спасибо. Leather glove, no sequins. Buckles on the jacket, it's elite. Nike crossbody, got a piece. Gotta dance, but it's really on some street shit. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide. Right foot slide. Basically, I'm saying either way, we bout to slide. Для профессионального волейболиста очень важно получать своевременное медицинское обслуживание. У волейбольного клуба Ахтубе есть свой медицинский кабинет, массажный кабинет, и мы сейчас туда заглянем и посмотрим, и, может быть, сами какие-нибудь получим услуги медицинские от врача команды, от Сапара. Пойдемте с нами. Саки, ассаламу алейкум. Все ну хорошо. что, покажите свой уголок, покажите свою работу. Проходите, пожалуйста. А расскажите, пожалуйста, нам, Сапар, с какими травмами вообще сталкиваются наши волейболисты? Какое оборудование у вас есть, как вы лечите? Все ли у вас хватает? Ну, как сказать, травм у волейболистов много. Это и спина, и колени, и пальцы. Стараемся лечиться, что приобретаем. Из оборудования у нас только комплекс, но руководство дала мне четко понять то, что мне нужно составить, что какое оборудование, да? Какое оборудование, да. Ну, предварительно я уже нашел в городе Астане Норматек, вот там пистолет. Ну, сейчас, как сказать, сезон только начинается, Новый год получается. И как президент приедет, обговорим все. Если добро дадут, все
приобретем. Саке, я знаю, что вы перешли в волейбольный клуб Ахтубе из футбольного клуба Ахтубе. Как такое возможно? Потому что футбольный клуб Ахтубе — это же, так скажем, один из самых лучших клубов нашей страны. Вы поверили в проект, там, не знаю, больше зарплаты предложили. На что вы повелись? Да, я, конечно, во-первых, благодарен Женситу, спортивному директору. Он меня пригласил, также Сергею Михайловичу. Они меня пригласили, доверили. Так как я уже работал в высшей лиге сезон 2021, тогда мы стали чемпионами. И тогда, как сказать, я тоже с спортивной медицины только пришел, как молодой, как зеленый. Тогда только-только учился. В дальнейшем я перешел в футбольный клуб Ахтубе. Там не в основной команде, но работал и в футзале, также в молодежной команде. Набрался опыта, с хорошими специалистами познакомился и решил, что нужно расти, самому уже добиваться. И получается, как волейбольный клуб Ахтубе, это как тоже первая команда нашей области, нашего города. И я решил, что приду и буду помогать, как сказать, развитию местного волейбола, волейбола, региона, да. И также следить за здоровьем, что я знаю, чтобы были здоровы, самое главное. Да. Я думаю, что Ахтубе и вы сделали правильный выбор, потому что благодаря вам еще в этом чемпионате никто из игроков Ахтубе не травмировался прям серьезно, да, всегда им полностью делается все необходимые процедуры, ребята здоровы, готовы, самое главное, пусть до конца сезона никто и не травмируется, правильно? Да, правильно, спасибо. У вас работа конечно. будет меньше? У меня работа будет меньше, да, как сказать, травмы это тяжелые для спортсмена, пусть их обходит стороной, а я со своей стороны делаю все, что возможно для них. Да. Вы очень-очень нужный кадр для волейбольного клуба. Я надеюсь, что в скором времени у каждого волейбольного клуба в Казахстане, женские, мужские клубы, будут врач, массажист, не знаю, может и в одном лице, чтобы наши волейболисты были в надежных руках. Благодаря вам они становятся и чемпионами. Саке, спасибо. Спасибо вам. Ақтөбе сен үшін? Ақтөбе мен үшін сүйікті қалам. Ақтөбе мен үшін чемпион. Ақтөбе мен үшін топ клуб, отбасы. Болашақ. Махаббат. Вот смотришь иногда на работу некоторых клубов, в частности, мы сегодня снимаем фильм про Ақтөбе, и понимаешь, что действительно, если каждая копейка, если каждое усилие игроков, тренерского штаба, руководства клуба правильное, то можно создать правильный клуб, который за короткое время будет приносить результаты. Команда уже в этом сезоне выиграла Суперкубок страны, выиграла Кубок Казахстана и сейчас находится в лидирующих позициях. Что будет дальше? Вопрос, конечно, времени. Это уже будет история. Но уже сейчас однозначно я могу с уверенностью сказать, что Ақтөбе является одним из самых топовых клубов, который до сих пор развивается. В следующем году будет классная медицина, в следующем году, не знаю, здесь хотят приобрести мониторы, поставить, чтобы комфортно было болельщикам. Самое главное, клуб не останавливается руководство. Строится зал в Астане, хотят там развить волейбол. Есть академия, которая выращивает новых волейболистов. Есть вторая команда, которая играет в высшей лиге. Есть прогресс, и он будет в регионе. Я думаю, пока во главе клуба такой человек, как Алимбек Муканов, я думаю, все будет хорошо. Ну, и хочется, чтобы такие люди и такие команды были у нас в достаточном количестве. Практически каждая команда, каждый руководитель, тогда у нас и будет развитие нашего волейбола. Надеюсь, я передал внутреннюю жизнь, кухню волейбольного клуба Ақтөбе, одного из самых лучших волейбольных клубов страны. О Ақтөбе, сен көп жаса.